Алим, салям алейкум. Алейкум салям, Лера. Очень рад, что ты к нам пришел. Я за тобой слежу давно. Чё, Ты удивился, да, сегодня, когда я тебе Ну, сказал? конечно, это неожиданностью было для меня. Ты знаешь, удивительная вещь. Тебе сколько сейчас лет? 24. 24. Полных. Отличный 24, отличный возраст. Ты же сейчас представитель молодежи, да? Ну как? Нам, знаешь, нам пишут в директ, молодежь, судя по всему, Да. и говорят, а что вы молодежь не приглашаете? Я такой думаю, так, будем исправлять, будем звать молодежь. Тем более, что молодежь, скажем так, в твоем лице интересный представитель. У тебя такие длинные посты проскакивают. Иногда. Да, и в которых ты говоришь о серьезных вещах. Вот эти вот посты, это вообще почему? К чему они? Ты депутатом хочешь стать? Нет, я абсолютно не преследую цель стать депутатом. Просто иногда бывают такие вдохновения написать о чем-то наболевшем и поделиться со своими мыслями, со своей аудиторией, да. И я очень люблю, когда такого рода дискуссы, правда, главное, конечно, чтобы любой дискусс был окончательно как-то разрешен. Ну, имеется в виду, я это делал для того, чтобы поделиться своим мнением и не более, Да. и более других целей, чтобы стать депутатом. Ну, это же шутка, я не шахай, преследую. конечно. Да. Смотри, ну вообще, понятно, что ты говоришь о наболевшем, да, то у тебя есть какие-то мысли. И, наверное, ты какие-то посты писал, будучи не в Крыму? Да, я много постов писал, будучи за границей. И это особо, наверное, отражается, когда ты находишься не в Крыму, Да. и со стороны видеть то, что наболело, легче, чем будучи, когда ты здесь находишься. Вот я тоже почему-то так был уверен, что ты не в Крыму в этот момент, потому что я же толком не знаю, да, как ты перемещаешься, при том, что я смотрю и думаю, так, пост серьезный, то есть так называемый лонгри, да, когда много текста. И думаю, наверное, Алим не в Крыму, а когда не в Крыму, вот эти чувства, то есть о Крыме, да, там вот это вот родные, близкие, твоя среда культурная, они как-то обостряются? Да, конечно. И какие-то проблемы более явно видно, да? Будучи за границей, ты еще больше начинаешь ценить то, где ты был, и вся эта любовь к Крыму, к своему родному краю еще больше лично у меня проявлялась, будучи за границей. Поэтому в некоторых постах это был и крик души, словно. Поэтому они набирали такой текстовый объем. Ну, они и отклик хороший набирали. Ну, то есть взрослые Агалар там писали, Алим Ну, Машалла. да. То есть это как-то, знаешь, пересекалось. Да, конечно, Отражалось. очень приятно то, что есть обратная реакция, и на самом деле это очень вдохновляет. Давай поговорим о том, как ты попал в Стамбул. Получается, ты же учился, да, в Стамбуле. Расскажи немножко про это. Как простому парню из Керчи, да? Ты же, Да, у я тебя сам родители из керченский, Керчи. у меня родители в Как Керчи. простому парню из Керчи попасть в эту мировую столицу Стамбул вот сегодня? Ну, это все началось с того, что я сам музыкант и уже с детства увлекаюсь музыкой. У меня родители музыканты, и после того, как я окончил музыкальную школу, я поступил в музыкальное училище Где? в Симферополе. То есть ты жил где-то у своих родственников? Да, я жил с Хартанашкой и Харбабашкой, Рамитле Харбабам, да, я шайдем. И получается потом, после того, как я окончил музыкальное училище, я думал над тем, куда поехать дальше, чтобы получать свое образование музыкальное и, так сказать, развить себя, да, где можно. А родители, вот у тебя родители, у тебя Харбабай, там родители, Эмджелер, они все музыканты. Да. Не было какого-то такого совета, где Да, все это бы, собрались? конечно. У нас всегда происходят такие советы, когда мы делимся с друг другом своими мнениями и приходим к одному, да. И на таком очередном совете было принято решение, чтобы я поехал учиться в Турцию, за тем, чтобы развивать свои навыки в области фольклорной музыки. И, собственно, это была одна из главных целей, из-за чего я поехал в Стамбул. Потому что, вы знаете, у нас крымско-татарская история с турецкой, она тесно связана, и музыка, и фольклор, он тоже тесно связан, но, к большому сожалению, есть моменты, которые мы в связи своих исторических моментов потеряли, Не знаю, и мы это потеряли, да? тоже отразилось и на музыке. Да?
И главной была целью для туда уехать, чтобы научиться каким-то элементарным азам теории восточной музыки и восточных инструментов духовых. Собственно, это тоже большая отдельная история, что связано с нашей крымско-татарской музыкой и духовой. У нас на самом деле было очень много распространено забытых инструментов нынешних, таких как хавал, да, дильсиз хавал, зурна, мэй, балабан. Сейчас да. их нет, Да, да? сейчас инструменты есть, просто исполнителей очень мало, которых, наверное, даже и не перечислишь на пальцах одной можно руки. сказать, что это просто не актуальная музыка сейчас? Дело даже не в музыке, не актуальные инструменты, которые потеряли свою значимость временно. Я так считаю, потому что все равно все возвращается к истории, и внедрение этих инструментов, оно все равно несет в себе очень хороший отклик, как я вижу, потому что у меня получилось в Турции научиться некоторым элементам этой музыки, и тоже у меня были хорошие педагоги, которые учили меня играть на этих инструментах. И после того, как я уже, так скажем, чуть-чуть поднабрался опыта с этим инструментом, я приехал в Крым и это все пытался как-то показывать, путем того, играя на свадьбах элементарно. И на самом деле людям было очень интересно. И, грубо говоря, то, зачем я ехал в Турцию, я для себя это получил. Смотри, мы можем говорить о том, что возрождение вот этих инструментов, мы можем сказать, что это возрождение и фольклора крымско-татарского музыкального, и, соответственно, возрождение, ну, как бы какого-то национального какого-то понимания, что ли? Да, можно сказать то, что это не то, что возрождение фольклора, это возрождение элементов, наверное, будет правильно сказать, фольклора, потому что эти инструменты, они носят в себе нетемперированный строй. Это значит то, что они очень сильно отличаются от западных нынешних инструментов, поэтому в связи с своей такой технологически нетемперированной особенности, и это помогает нам понять именно настоящую краску нашей музыки, как она должна была звучать до того, как наши фольклорные инструменты приобрели темперированный характер. То есть получается, что, ну, условно сказать так, на мировой арене, да, наша музыка, ну, восточная музыка, и в том числе и крымско-татарская, она отличается. Есть своя изюминка. Да, 100%. То есть и нам как бы, ну, не надо стесняться этого, да? И... А нам не то, что стесняться, нам нужно уметь правильно этим пользоваться и только гордиться, потому что на самом деле, как показывает сейчас вся музыкальная практика, наша музыка на самом деле очень интересна, и если бы у нас была возможность того, чтобы мы могли ее больше популяризировать в массы, что в самом нас? А если у нас была бы возможность больше популяризировать ее в массы, то она бы набирала еще больше оборотов в мировом. Знаешь, Алим, я знаешь, почему спрашиваю? У нас почему-то сложилось такой комплекс местечковости в Крыму и ощущение, что если это западное, значит это нереально крутое, значит это мощное, а то, что здесь играют на свадьбах там, или играют в музыкальных училищах, или играют где-то дома, это все какое-то, ну, старое, ненужное, неинтересное. И вот какой-то комплекс. Ну, может, мне кажется так? Вот как ну, знаете, просто так сложилось исторически то, что Запад всегда диктовал правила. Понимаете? И это казалось и в творчестве, и в художественной культуре, и в музыке, и в литературе. Запад всегда диктовал. С некоторого времени Запад начал диктовать особенные правила. И также можно это, например, привести к тому, то, что как наши свадьбы поддались вынужденной деформации путем того, что мы начали с Запада перенимать многие моменты культуры. Вопрос в том, насколько это нужно, это уже другой вопрос. Так, хорошо. То есть, ну, мы к музыке еще вернемся, да, вот к тому опыту, который у тебя был в Стамбуле. Скажи, чисто практически по-бытовому, как попасть в Турцию? Вот вы приняли решение, но это же непонятно, как там оказаться. Да, конечно, я с удовольствием об этом расскажу. Есть такая замечательная
программа «Туркия Бурслары», которая переводится как «Турецкая стипендия». Это своего рода программа, которая обеспечивает всем иностранным гражданам обучение, бесплатное обучение в Турции, стипендию, предоставляет жилье. И, грубо говоря, после завершения этой программы ты должен обязательно вернуться в свою страну. То есть до сих пор это все работает? Да, это все до сих пор работает. И я как бы нашел выходы на эту программу, заполнил анкету, и потом меня пригласили на собеседование в Киев. Я приехал, рассказал вот о себе, какие мои цели, что я хочу приобрести, и чему я хочу научиться в Турции, какие мои планы. И они послушали это все. Я взял с собой инструмент. А у тебя уже музучилище? Да, было за у плечами? меня уже было за плечами музучилище и диплом, как бы это все. Они на это все посмотрели, и потом спустя 3 месяца мне пришел ответ, то, что я поступил в университет Мармара в Стамбуле. А какой экзамен ты сдавал? Вообще что было там? Это было собеседование, это было без экзамена. без экзамена. Это было без экзамена. Мне просто позвали на собеседование, и это со всеми так происходит. Ну ты сыграл там что-то? Да, я играл. Ребята, которые поступали на факультет международной экономики, они должны были знать какие-то исторические, профильные, да, какие-то моменты. грубо говоря, у кого какой профиль, такие были вопросы на собеседовании. Так, отлично. Значит, попал в Турцию, соответственно, попал в среду, да? То есть Да, Стамбул это мировая культура. Да, конечно, сразу попасть в Стамбул для меня было на самом деле большим подарком, да, это большой шанс, и я очень много там с чего увидел, очень много постарался для себя что-то, чему-то научиться, да, как бы то, что я туда попал, и я считаю это в моей жизни большим подарком от Бога, да, поэтому... А что с языками? То есть турецкий язык, английский язык? Да, мне нужно было перед тем, как начать свое профильное уже обучение в университете, я год изучал турецкий язык. То есть ты жил год в Бурсе, да? Или в Стамбуле? В Стамбуле. Ты Бурсе рассказал, я сразу про Бурсу подумал. То есть ты год жил в Стамбуле, Да, учил просто язык? Да, просто учил То язык. есть у тебя была стипендия, Да, там у меня тебя была всё содержали? стипендия, общежитие. Ну, круто, слушай, да, да, то есть конечно, год это жить в на самом Стамбуле. деле очень хорошая возможность для крымчан, для того, чтобы получить образование в Турции, туда Сколько поехать. тебе было лет тогда? Так, мне было 19,5. То есть или это 20 примерно как после 11 класса ты, да, поехал туда? То есть... Нет, получается, я поступил в училище после 9 класса. Да. 2 года проучился, и еще Да. 2 года мне нужно было, чтобы закончить училище. Грубо говоря, Ну, на 2 года позже. Понял. Как техникум, да, почти? Да. Так, значит, ну, вообще я тоже всегда считал, что все деятели, которые были связаны с Крымом, да, там, до депортационным, там, вот это все, всегда было тесно связано со Стамбулом, потому что Стамбул считается такой конечно. мировой, восточной, да, таким Да. восточным центром, и я понимаю, насколько там высокий класс преподавателей, вообще система образования там серьезная, насколько я знаю, это все дорого стоит. Просто у нас ребята, так получилось, что я общался с ребятами, которые еще давно там учились в Турции, и в принципе проникся к этому опыту, да, то есть помимо того, что ты получаешь, ну, язык, по сути, да, ты выучишь за год, ты Да, учишь язык, да. то сейчас ты свободно разговариваешь Да, по-турски. ну, конечно, сейчас для меня нет трудностей для того, чтобы спокойно объясняться там, да, что-то с кем-то разговаривать, вести А диалоги. где есть турецкий, ты и крымско-татарский, по идее, сразу Да, можешь схватить. конечно, это было для меня очень большим плюсом, потому что наши языки тесно связаны, понимаете, и на самом деле это дало мне еще больше возможностей для того, чтобы подтянуть свой крымско-татарский язык. Так, получается, вот ты учишься, потом поступил в университет, да, искусств, ты Да. да? Ты начинаешь учиться по своему направлению. Да, я А скажи мне, вот первые конкурсы, первая вот такая публичность, первые какие-то площадки соревновательные, что это было, как это было? Ну, наверное, не совсем первое, что у меня было конкурсы. Я попал в один такой очень... Это было на первом курсе, когда я только начинал изучать... Второй год, получается, да? Нет, Турция. первый год Турции. Это было буквально сразу на 2-й месяц после моего обучения. Я занимался в университете, и ко мне подошел один учитель и говорит: слушай, там есть один проект, там приезжают ребята за границей с Англии. Не хотел бы
принять участие там на кларнете, подыграть, там, может, они даже чем-то там тебя отблагодарят. Да. Я говорю, ну хорошо, конечно. А он говорит, ну, я сейчас так послушал, как бы можешь сыграть для меня что-то, ну, чтобы понять, ты как Да, вообще рекомендовать или нет, играешь, да? да, или нет. Ну, я ему сыграл, ну все, нормально, вроде меня послушал. И потом я попал как бы в проект к этим ребятам. И организатор этого проекта был Найджел. Он уже, к сожалению, умер год назад. Он сам из Лондона. И проект состоит в том, чтобы популяризировать детям западную музыку и насколько важна музыка и творчество в наши принципе, дни. да, музыка в принципе. Да, музыка в принципе. И им не хватало кларнетиста. Я с ними выступил в Стамбуле. Мы играли в детских садах, в школах для детей. Подожди, а репертуар как там можно? Это же Не, ну просто- они скинули ноты, я посмотрел, как бы. есть быстро Да, всё да, я схватил, все схватил и через пару дней поехал уже с ними играть, грубо серьезно? говоря. И потом все завертелось так, то, что я им понравился, и они меня пригласили сразу в Лондон, буквально через пару месяцев, чтобы там дать тоже концерт. И у нас все так хорошо срослось, и я, грубо говоря, начал с ними работать. Они начали... А тебе заплатили вот за Да, детские да, сады? и, конечно, для меня это за детские, то, что я только приехал в Стамбул, и мне сразу заплатили деньги за то, что я там отыграл. Слушай, мне... ну ты, наверное, просто хорошо играл. Ты же не так, что ты пришел там, что-то там Не, попиликал, ну, и тебе такие, ну ладно, Я давай берем. как бы в силу своих возможностей нормально, да. Им понравилось самое главное, и они меня начали приглашать. Потом мы с этим проектом очень много объездили вообще стран. Я в Лондоне был благодаря им 5 раз. Мы ездили в Италию, даже в Индию мы Расскажи поехали. про Лондон чуть-чуть, вот чуть больше расскажи. Просто Лондон, это, как знаешь, какая-то сказка со советской школы. Ну, да? конечно, да, это... Вот что это было? Вот как ты первое такое впечатление мощное от Лондона? Что это было? Ну, все мы любим, наверное, Шерлок Холмса и этот сериал. Как бы, конечно, первые впечатления, когда я туда только приехал, и я до Стамбула никогда вообще за границу до этого не выезжал. Для меня это было просто шоком. И вообще этот центр такой культурный, знаете, там находится Royal Albert Hall, куда все музыканты стремятся попасть, знаете, и я начал ходить там на джазовые концерты, и там познакомился с очень сильными музыкантами, которыми давно хотел познакомиться. Для меня, конечно, это был большой шанс. А вот в этот момент ты не почувствовал вот эту вот силу своего призвания, что это один язык, мировой такой язык? Силу своего признания как музыканта? Призвание, не признание, призвание. То есть смотри, ты попал в мировую музыкальную столицу, Лондон. Да. И ты разговариваешь на одном языке с другими людьми, языка которого ты не знаешь, но ты знаешь музыкальный язык. Да. Вот ты вот в этот момент почувствовал вот вес и важность своего пути, который ты выбрал? Не, ну, как вам сказать, конечно, помимо того, что это такой мне хсмет выпал, но это и что-то связанное и с удачей, понимаете? Это как бы, если бы в свое время этот учитель бы не подошел ко мне, когда я занимаюсь, Слушай, ну понимаете? ты был готов к этой удаче, Да, понимаешь? как бы Если это бы я просто... там сидел, я бы не сыграл, и все, и Ну, прошел грубо говоря, бы. да, просто так Аллахтан, да, Эрши, Да. Аллахтан, и как бы так подвернулся, он просто проходил, меня услышал, там сказал, и благодаря, грубо говоря, этому всему так завертелось. Ну, Конечно, это же в Стамбуле было, это ну же не да, было в это, Каменке да, где-нибудь. там, это или было где. в Да. Стамбуле, конечно. Вот ты знаешь, интересный момент. В Фейсбуке я за тобой наблюдал. Ну, Фейсбук это такая площадка, да, социальная. И в какой-то момент я смотрю, Алим Куртмеметов путешествует там в Лондон, потом сюда, потом туда, что-то Испания, и вот все время в перелетах. Я думаю, ну, просто вот, мне кажется, вот в молодом возрасте это прям своевременные вот эти вот, знаешь, этот опыт, когда ты видишь вообще другой мир, других людей, которые думают по-другому, которые сложены по-другому, у которых быт другой. И у тебя в голове, мне кажется, ну, происходили вот эти вот все метаморфозы. Перемены. То есть ты из простого, ну, скажем так, Керчь, он не был, да, такой столичный город, все равно он был такой, немножко на отшибе, немножко там в стороночке. И ты, получается, вот на этом контрасте, я смотрю, ты туда, сюда, сюда. И я очень за тебя радовался, потому что мне кажется, что в этом суть вообще жизни, быть человеком, Земли, то есть побывать вообще как можно Ну, больше конечно, мест. это на самом деле очень
большой опыт дало мне это то, что мы своевременно с родителями, и благодаря именно родителям, то, что они меня поддержали принять такое решение уехать учиться Да, в это Стамбул, непросто. понимаете, это не каждый родитель сможет отпустить. Да, это не просто. И как бы я сам, мне было 19, понимаете, я дальше Крыма никуда не выезжал, Да. понимаете, ну Да. там были поездки в Киев, там, Москву, но тем не менее это не Стамбул, не вообще новое Да, государство, огромный да. И, конечно, как бы нахождение за границей, оно в любом случае развивает и мышление развивается твое, и большой колоссальный опыт. Да. Это все Музыкальный накапливается, опыт в том числе. музыкальный опыт, да. Это все накапливается и потом как-то и отражается на твоей личной жизни, на Да. твоей музыке, Да. на твоем отношении ко всему. Да. Какое твое было самое, вот я понимаю, что это сложный вопрос, но все равно попробуй подумать, сказать. Какое самое яркое было впечатление от этих вот перелетов, от этих поездок? Все-таки Индия это вообще другая планета, Испания это Вы другая. имеете в виду эмоциональное Вот вообще, или... что запомнилось? Вот знаешь, вот такой момент бывает переломный, когда ты раз и понимаешь, что ты что-то важное заметил. Вот что это было? Не, ну знаете, за счет того, что этот проект был в основном сконцентрирован на том, чтобы популяризировать музыку именно детям. Да. И как бы, знаете, глядя на детей, можно многое что понять для себя и как бы есть о чем задуматься, как это отражается. Потому что, например, мы играли в Стамбуле для сирийских беженцев, детей, понимаете? Да. И смотря на их глаза, ты видишь совсем другую картинку, Да. смотря на детей, которые в Лондоне, в детских да. садиках, понимаете? Да, да, И это да. все отражается на, конечно, твоем музыкальном восприятии, когда ты смотришь на детей в Лондоне, и они все по-другому себя ведут, да? А потом ты едешь в Индию, да, например, а там дети вообще по-другому себя очень ведут, и это все отражается, и ты начинаешь понимать то, что насколько место важно и окружение, насколько это сильно влияет на Человек, да? человека, да. А вот в музыкальном плане, где тебе показались дети самые музыкальные? Вот в плане отдачи, знаешь, вот этой энергии обратно, кто больше возвращал? Ну, конечно, в Англии дети, они более свободно себя ведут, знаете, они более открытие, Да. они менее закомплексованы, Да. они, у них более развит музыкальный слух, например, они более терпеливы, потому что мы играли иногда классическую программу, для детей это бывает иногда сложно, но они сидели, слушали, да. То есть они понимали Да, они уровень, понимали, да, то, истории? что это потому, что изначально у них отношение к музыке, к культуре у англичан совсем другое, нежели если взять детей из Индии, да, Да. когда мы играли, как Да. бы там были чуть вопросы, некоторым детям было тяжело дослушать какое-то Да. выступление, Шуметь в связи с начинали. этого, да, начинали там, как бы это все отражается на самом Да. деле. Мгм. Интересно. Ну, ты знаешь, мне кажется, что вот этот опыт, он очень важен, чтобы просто разбирать, вот, скажем так, строй, да, такое грубое слово, но это строй все равно. Вот, к примеру, британский строй, да, то есть страна, которая завоевала практически весь мир, да, там в свое время, открыла очень много всего. И мы видим, что дети у них вот такие сейчас. Да. И в принципе, вот у тебя детей еще нет, да, ты не женат? Нет. Вот, то есть у тебя, Хсмет, появятся дети, Иншаллах. и ты будешь понимать, да, то есть где вот этот вот путь развития. Ну, конечно, если вы мне спросите, понимаете, вот насколько отличается, конечно, государство демократическое Да. и либеральное, да, например, если мы возьмем в Англии, то что вот что для как я был удивлен, когда в обычных общественных школах еда для детей была поделена на 3 как бы части. Это была халял, vegetable Да. и обычная еда. То есть там уже дети считаются, для них нет ничего такого, что-то нового, если ты увидишь халял еду, вегетарианскую, это это настолько, обыденная да, история. это обыденно. И как бы там дети себя спокойно чувствуют, и мусульмане, и христиане, они все как бы дружные. У нас как бы чуть другая история. Сейчас человек, да, например, даже элементарно в
хиджабе, да, Да, если да. мы Много видим, девушки предрассудков. много, да, сразу предрассудков, какие-то вопросы ненужные. И, конечно, когда демократическое государство, это очень сильно и влияет на психологическую составляющую детей, поэтому Да. они открыты, и они как бы добрые, да, грубо говоря, они настроены на радость. Ну, условно говоря, они не ждут от тебя какой-то Да, пакости, да? да, да, они абсолютно, ну, свободные, понимаете? А вот этот состав, в котором вы играли, он был британский или он тоже Да, международный был? получается, этот президент этой компании, он сам британец, он из Лондона, а мы уже приглашенные музыканты были из разных, грубо говоря, стран. Я получается, из Турции был приглашен, был скрипач из Болгарии, потом... Русскоязычный, нет? Нет, это все... Ну, мы на английском разговаривали. Ну, это понятно. Русскоязычных... Кто-то был русскоязычных... русскоязычный? Нет, русскоязычных... Нет, не было. У тебя сейчас английский хороший, да? Ну, как хороший, если делить как бы на 6 уровней, грубо говоря, на Да. третьем, четвертом. То есть, ну, ты можешь объясниться, Да, да, ты можешь конечно. понять, да? Ну, большую практику мне дало то, что я в Стамбуле там находился, и в общежитии очень много было африканцев, и мы тоже с ними пытались, я, грубо говоря, этим тоже подтягивал свой навык в английском. Я видел фотографии, вот общие фотографии, это, наверное, твой бенд, в котором ты играл, ты в Фейсбуке выкладывал, там тебя отмечали Да, в основном да, из этого. да. А я видел, что там совершенно разные ребята, все. Да. Вот у тебя какое ощущение было? Вот ты вырос в своей культурной среде, да, там в основном меметы, рустемы, там такое, Да. там есть еще какие-то там. А тут получается такая солянка международная, и все талантливые ребята. Вот ты с ними язык как вообще находил? Ты как рассказывал, откуда ты там, наверное, спрашивал? Да, да, очень, да, конечно, они спрашивали, они более открыты, понимаете, для да. того, чтобы для новых знакомств. Это Да. все им интересно, они и за счет того, что люди творческие, они изначально более открытые, понимаете, сами по себе. Поэтому находить какой-то общий язык с творческим человеком, это на самом деле не составляет. Легко, да? Да, это Тем более не вы на одном составляет. языке говорите, Да, музыкальном. по музыкальным, раз он спросит там, а ты с Крыма, да, о, там, туда-сюда, а ты с Болгарии, да, и мы начинаем общаться. Потом я рассказываю то, что Крым, ты знаешь, вот у нас музыка очень похожа, там и на Да, болгарскую, я да. у него спрашиваю, там, а у вас в Болгарии вот ты Они того-то, пробовали того-то. что-то вот сыграть, Ну, как-то они коммуникацию? за счет того, мы пробовали играть, но более классической, да, потому что Да. они все классическое направление, Да, это, да. Они рельсы, да, условно говоря. да, как бы они, к сожалению, свою музыку не играли. Ну, поэтому они и в Лондоне оказались. Ну Если да, бы они играли да. свою музыку, они играли бы там у себя где-нибудь да. в районе. Так, интересно. Смотри, Алим, что хочу еще спросить. Ты участвовал в конкурсах разных. Да. Давай сейчас поговорим про самый значимый для тебя был конкурс. Какой он был самый мощный, в котором ты говорил, вот я Да. красавчик? Нет, я так не говорил, то, что я По-вашему красавчик, сказал, да. красавчик. Наверное, самый важный для меня конкурс был это, который произошел пару лет назад. Опять же, руководитель вот этого коллектива, с которым я ездил, он мне просто предложил, говорит, Алим, там есть такая новая компания в Голландии, и они делают конкурс онлайн. Не Да. хочешь поучаствовать? Попробуй, да. Я говорю, ну а почему нет? Я говорю, а какой выигрыш, да? Он говорит, ну выигрыш там, ты будешь играть как приз композицию с одним из ведущих джазовых То оркестров. есть статус. Да, Приз да. это статус. Да, приз это статус, ты играешь композицию с одним из очень известных метрополь-оркестр голландским, одну композицию. Да. С ними будешь как бы выступать. Я такой, ну а почему бы нет? А Ну, ты знал про этот? да, метрополь? конечно, это на самом деле очень сильный оркестр джазовый, и там очень мировые звезды джазовые выступали с этим оркестром. И я ни на что не рассчитывал, честно говоря. Я просто отправил видео, которое я играл здесь в училище. На телефон сыграл? Да, не на телефон, кто-то снял его, я в училище играл, и там оно минутное было. Подожди, в училище здесь? в Да, Крыму? в училище здесь, То да. есть ты старое видео? Да, я отправил видео, А которое я играл. настолько тебе все равно было? Да, ну потому что я не думал, то, что какой-то там... Я просто отправил видео. в общем, Не, да. ну, ты обычно знаешь, вот это метрополь, ты такой, так, надо что-то делать. Там Ну, что-то. не, просто это видео было как бы тоже, Актуально да, было. оно было, я там неплохо играл, как бы, я думал, ну, я его выиграю. И с оркестром я там, живая музыка. То есть у тебя там нормально. Да, с оркестром я играл. И, получается, я его отослал, и потом начались голосования онлайн. И все должны были голосовать. Ну, и тут
Савунсулар, конечно, это моя крымская дружная Да, народная у нас умеют. братва, да, она очень сильно меня поддержала, что все начали голосовать за меня, как бы, Слушай, всем это как будто каждый, как будто ты сын там каждого. да, и на самом деле очень большой получился отрыв. Получается, у нас сначала было 10 участников, Да. сначала было 30, потом 10, потом осталось 3. Да. Ну и я начал там говорить, ну если есть желание, поддержите, я участвовал в онлайн-конкурсе, и Джамат, Савунсулар начали очень сильно поддерживать, и Да. получился очень большой отрыв, что даже меня заподозрили в том, что я Мошенник. мошенник и накручиваю голоса, и они мне срезали где-то 300-400 голосов. Как ты мог накручивать? Да, в том-то и дело. СМС-ками там голосование было? Ну, и за счет того, что большой разрыв А сколько это получился. вот ты помнишь Ну, цифры? грубо говоря, 700 и 400, понимаете, вот так, почти в 2 раза Почти в 2 разрыв, раза. да, и они мне раз урезали, и потом еще начали, короче, Ну, для крымских да, татар 700 еще, голосов, да. скажем так. еще начали как бы голосовать, и я одержал победу в этом конкурсе, и потом, на самом деле, мне со мной связались и говорят, вот в Голландии будет фестиваль джазовый, мы тебя приглашаем. А ты в Турции? Да, я в Турции. Так. Будет фестиваль джазовый. Я в таком шоке, честно говоря, нахожусь, то, что такое происходит. Выбирай программу, как бы, что ты Да, будешь играть, да, и да. будем как-то... А в то время была какая-то композиция, которую ты не мог по классу сыграть? То есть сложная, и ты Нет, ее не тащил? дело в том, что я должен был быть в рамках этого джазового фестиваля и в рамках этого оркестра. То есть они играли композиции Телониуса Монка, это есть такой композитор. То есть у них да, у репертуар них уже есть был? репертуар, и я из этого репертуара должен был выбрать какую себе удобную всё, композицию. всё. То есть, ну, говоря простым языком, вот у них, у этого оркестра там есть условно 20 тем, Да. и ты говоришь, ну вот эту я Да, смогу сыграть. это мне интересно, Интересно. да, это мне интересно. И Да. вот я ее выбрал, и потом они мне прислали ноты, грубо говоря. Да. Я, За вечер да, поиграл, да? не, я не за вечер, но я где-то месяц подготовился, и потом так получилось то, что еще мы назначили дату, это было в апреле, по-моему, и до этого у меня еще был проект вот с этим Найджелом, и я в Лондоне был, получается. И оттуда я поехал на репетицию первый раз с Ты, Лондона. короче, как мажор, Да, я, с Лондона летишь в как мажор, Голландию. да, я с Не, ну, Лондона слушай. да, полетел в Амстердам на репетицию Да. первый раз. Тебе все оплатили? Ну, конечно, они все это оплачивали, да, пригласили меня на репетицию, меня там организовали отель, встретили меня, и я поехал. То есть, вот смотри. Когда ты подавал заявку на это участие, тебе сказали, что просто ты сыграешь Да. оркестром. А по факту получилось, тебе оплатили перелет. Ну, конечно, да. Они же не сказали тебе, так, Алин, ну приедь там Да, приедь, на уедь. штрассе там, да. куда-нибудь, да, и мы там тебя на такси заберем. Да. То есть они тебе оплатили перелет, проживание, Да, питание, ты проживание, ни одну питание. копейку свою не потратил. Нет, я ни одну копейку. Так, ну, может, есть? только на магниты. Так, там. сам, твоя уже история была, да. То есть ты прилетел и потом... Да, и я прилетел на репетицию, меня встретили, и потом я поехал на репетиционную базу. И я захожу, и там сидит на репетиционной базе, это Метрополь Биг Бенд, это там оркестр, там из 30 человек, и все эти теряешь люди, сознание, да? которые я смотрел на видео в Ютубе, сидят вот и ждут того времени, когда я приду и буду с ними репетировать. И на самом деле для меня это были вообще эмоции такие, потому что это настолько серьезный был опыт в моей жизни. У тебя губы не дрогнули? Нет, да, у меня все там дрогнуло. Не, просто, понимаешь, ну, как это, с чем это связано? Условно говоря, да, я там, к примеру, снимаю короткометражный фильм, а там, из звездных, да, там Да, какой-нибудь сидит, и говорит, и вот мировая звезда, Да. то есть у тебя там и руки, и пальцы все дрожат, ты не забыл там ноты? Вот эти истории? Не-не-не, ну я подготовился, включил, да, да, я включил. подготовился, я знал, куда я иду, как бы я подготовился, и там была дирижер, получается, она из Японии, ее зовут Михо Хазама. Она очень сильный, как бы аранжировщик, она и аранжировала музыку для этого оркестра, Да. и сама дирижировала. Да. И она вот так вот мы пообщались, и она говорит, ну, Алин, вот здесь только это импровизацию сыграешь, как тебе, нормально или чуть больше? Смотри, вот практически как это было? Ты пришел, они все сидят. Да, они все сидят. У тебя инструмент в да, руках, у меня и говорят, инструмент все, в руках. сразу поехали. Да, они говорят, ну все, давай, все настроился, раз там настроился. И вот да. ты играешь, они не смотрели косо на тебя, типа, Не- там, что там, Нет, они, кайфанули сами? они как бы, я не знаю, кайфанули, не Ну, ты же кайфанули. видишь людей, ты же Не, вот. я просто, я же тоже
Ну, не будь скромным, скажи, как есть. Не, я имею в виду, я же знал, на что иду, я, конечно, подготовился, я Да. занимался специально, я Ну, знал, ты что знаешь, там, что там будет. можно всю жизнь сделать сальто назад, но ты когда выходишь, и на тебя весь стадион смотрит, Не, ты и ну да. подскользнуться можешь от волнения. Не, ну Я в как этом бы все плане. нормально прошло, мы обсудили, как мы будем это играть, и она сказала, все вообще замечательно, как бы очень классно, давай ждем тебя на концерте, и я полетел, получается, обратно уже. То есть ты прилетел, Да, с ними сыграл. Это Нет, один день было? прорепетировал, да, Один день был? Да, один день. Ну, то есть один световой день. Да. Вечером ты улетаешь. Да, вечером я улетаю и нахожусь в Крыму, грубо говоря, занимаюсь, и потом уже на концерт тоже они меня оплачивают, и еду Из уже Крыма в Голландию. да, на джазовый фестиваль. Да. И первый раз я участвовал на таком международном фестивале, там столько артистов, Что за музыкантов. площадка была? А это был город в Голландии Амерсфорд, и прямо на улице там ежегодно происходит фест, да, был да, музыкальный? джазовый Амерсфорд Джаз Фест, он так и называется. И получается, и раз оркестр это выходит, играет, и я там посередине этого, Ты как этой солист программы, был? да, я как солист, Ничего себе. солист с оркестром вышел и играл, и мне приехали поддержать тоже вот этот Найджел, который А меня... твои никто не приехал? Ну, из Крыма не получилось, но приехал мой друг из Турции, Метин Батур один. У меня очень хороший друг есть, который тоже мне очень сильно помогал вообще в реализации Ну, себя, акклиматизация, да, все моменты. реализации себя в Турции. И потом, получается, я вот там играл, и очень, конечно, для меня был То очень есть ты большой сыграл опыт. одну композицию, Да. и твоя программа на этом закончилась. Да, моя программа закончилась. Потом этот фестиваль сколько длился времени? Ну, Он полтора-два-три часа. Вы Потом- имеете в виду... Ну, вообще, вот сама эта движуха, она... Да, ну 3 часа, наверное, 3 примерно. часа. Да. И потом ты уехал уже обратно в Крым, да? Да, потом я А попрощался. какую-то грамоту там что-то дали? тебе? Не, они мне, конечно, дали как бы как-то силуэт, то, что я выиграл конкурс и туда-сюда. Это все, Да. конечно. Ну, смотри, то есть, получается, вот с этого момента ты, находясь на одной сцене со звездами, ты вдруг понял, что это все реально, да? Или не понял? Что вы имеете в виду Очень реально? просто. Реально, что ты можешь на этом же уровне играть. Ты же на этом Живя, уровне играл. Нет, ну как вам сказать? Это же я не играл там на уровне тех музыкантов, там музыканты намного сильнее уровня. Да. Просто мне повезло с ними поэкспериментировать, Нет, так сказать. подожди, давай. Тебе повезло в тот момент, когда ты в коридоре играл, тебя услышали и Да, взяли да. на конкурс. А дальше уже была твоя Не, ну работа. конечно, да. Им, То есть- конечно, тоже очень понравилось. Мы обменялись фейсбуками и как бы с удовольствием. Они же все взрослые Да, дядьки, да, Там там, все сколько лет? ну, там? под 40, да, и Всё, то есть выше, это да. взрослые дядьки. Да, то есть там они там очень- по 20 лет опыта у каждого, они уже Ну, сбиты, и конечно, тут да. приезжает какой-то парнишка, Какой-то они, наверное, Алим слово из Крым, Керчи, да. да, они слово Крым, наверное, не знают примерно, Раша там или что-нибудь сказали, условное, да. То есть я про это говорю. То есть, понимаешь, они же тоже адекватные ребята, Ну, они же видят конечно. твой потенциал условный. Ну, на самом деле, потенциал, да, ну там на каждом шагу, на Да, самом деле. да, да. На каждом Очень шагу развитая среда музыкальная. очень сильно. Вы знаете, этот музыкальный мир, он иногда настолько жесток, что мы Да. даже не понимаем серьезность Да. этого всего, понимаете? Потому что на самом деле есть уникальные ребята, которые просто не могут себя как-то, понимаете? То есть им нету вот этого везения, да, Ну, какого-то не- условного. Не то, что везение, на самом деле просто конкуренция очень большая. В силу того, что есть интернет, и это все сейчас... Вот сейчас мы до конкуренции дойдем. Смотри, у тебя ты какими инструментами владеешь? Ну, как сказать, владею. Вот флагманский, какой твой инструмент? Ну, я на котором учился, это всю жизнь был кларнет, и потом я купил саксофон, и альбом я записал на кларнете и Вот, саксофоне. вот. Но в Турции я учился на дудуке, на хавале, на То есть, зурне, да. ну, сопряженно, Да, да? понимаете, и как бы и я как бы чуть-чуть играю там на фортепиано, понимаете? Ну, это я знаю. То есть вот эти моменты я понимаю. То есть я спрашиваю про флагманский твой инструмент. Это получается у тебя Кларнет, саксофон, да. Кларнет. А саксофон, кстати, я тоже видел, там ты выкладывал. Есть. Вот про конкуренцию хотел тебя спросить. Я же тебя про Китай не просто так спросил. Да. То есть сегодня Китай выдает огромными пачками вот этих вот гениев музыкантов. Да.
смотришь там фортепиано 4-летний, что там задвигает, и ты просто думаешь, Бала, можешь не будешь на музыку ходить, можешь что-нибудь полезное сделать. То есть, ну, понимаешь, да, вот это давление от Китая, оно же большое. Да, идет. очень сильно. И в том числе, наверное, и по кларнету. Да, конечно. Или у них только вот это нет, вот клавишное? Нет, да, в любой стезе, Китай сейчас настолько сильно развивается, я имею в виду По и в музыке. спорте, и в музыке, взять там фигурное катание, да, элементарно. Да. Сейчас Китай так очень сильно развит, а музыка, там пианисты эти бешеные, и, конечно, Да. и кларнетисты, да, любой инструмент, скрипачи, сколько вот был конкурс Чайковского, в Москве. Это очень международный, Да. очень известный конкурс. И сколько с Китая там, понимаете... Победители да, были? Конечно, и были и победители. Вот, например, сейчас я забыл, был Джордж Ли такой с Китая, он в 2015, по-моему, году второе место занял на международном конкурсе Чайковского. Это тоже большой показатель. И Китай сейчас настолько сильно идет вперед, что... В твоей команде не было китайцев, вот, ну, которые мы, ну, к детям ездили? Китайцев... Нет, китайцев не было. Ну, там все-таки, скорее Нам всего... повезло. У нас. Поэтому мы там... Поэтому все Нет, нормально. знаешь, я просто почему говорю, я когда вообще думаю про Китай, я просто понимаю, насколько работает закон больших чисел. То есть, условно говоря, если у тебя 2 миллиарда человек, ну, вероятность того, что родится гений, ну, выше все равно, да? Да, 100%. Хочешь, не хочешь. Мы-то, конечно, потомки тюрков, у нас кровь хорошо помешана, она у нас сильная реально. Если брать просто процент, наша численность и то, что мы можем, Да. у нас реально высокий вот этот КПД. Но когда вот эта армия из 2 миллиардов, ну, становится просто как-то страшно. Страшно. Вот эту конкуренцию Очень как страшно. выдерживать? Или просто бойкотировать этот Китай? Не, ну, Что с ним делать вообще? Конечно, в зависимости от того, если мы говорим в музыкальном плане, где вопрос даже не состоит в том, чтобы конкурировать с китайскими музыкантами, а насколько ты можешь найти то, чем ты будешь отличаться. Вот, изюминка. Понимаете, да. Найти отличия, чтобы не создавать конкуренцию. То есть придумать свои правила и играть по ним? Да, да. А- Это намного легче, чем какие-то соревнования с ними проводить. Ну, получается, что они в своей области уже достигли какого-то гранд-уровня, и теперь они лезут на всякие Чайковские. Да, да. То есть они уже на чужом поле Да, играют. да, конечно. То есть они, получается, поглощают и эту сторону тоже, в том числе. Да. Ага. А у тебя самого не было, ну, там, желания поехать в Пекин, посмотреть, как это все там работает, как это все... Не, ну, как для разнообразия, почему бы и нет, конечно. Но, Для кругозора. да, для кругозора. Но они все равно тоже стремятся больше попасть в Америку. Европу, да, понимаете, всё-таки в их Европу, манит в западный Америку, мир. да, конечно. Все-таки вот это вот от этой тоталитарности все равно каким-то, ну, веет, да, не свободой вот это вот, и в музыкальном в Да, том числе. конечно, конечно. Они все сейчас очень много китайцев учатся даже и в России, и в Украине, понимаете, потому что на самом деле у нас очень хорошее образование музыкальное, понимаете, не зря же Да, столько школа есть. школа очень серьезная, там композиторов только взять, сколько серьезных было у нас, понимаете. Вот смотри, ты не зря сказал про изюминку. Сегодня крымско-татарская музыка находится в определенном положении. Давай, я не музыкант, я не Да. буду его оценивать. И у меня чисто такое любительское, примерное ощущение от этого. Да. Я хочу спросить у тебя, как у музыканта. Вот сегодня крымско-татарская музыка, в каком она состоянии находится? Вы задаете мне такой вопрос, знаете, ответив Агалар на меня него, будет да, Агалар, там, Facebook сейчас. Нет, давай Нет, так. просто если, конечно... Ты имеешь право на мнение. Я Вот имею скажи право, своё да, мнение. мое мнение, то, что она находится в очень упадковом состоянии, это однозначно, и грех это не признавать, потому что это на самом деле так. И несмотря на это, конечно, очень много музыкантов пытаются максимум выжать из себя, чтобы это сохранить, и верят в то, что наша крымско-татарская музыка, она конкурентоспособна. Да, есть большие пробелы в музыкальном нашем направлении, но мы работаем над тем, чтобы эти пробелы как-то восстановить, понимаете? Вот смотри, мы имеем
ну, какое-никакое музыкальное наследие, да? Вот мы приехали, вернулись в Крым, мы вернулись на свою землю, и мы начали возрождать, ну, как можем, музыкальную вот эту всю историю, да? То есть мы имеем то, что было раньше придумано, сделано. Вот сегодня мы можем сказать, что крымско-татарский джаз, вот это направление, которое у нас сейчас, по-моему, вообще его нету, да, так условно говоря. Ну, как вам сказать, нет, на самом деле есть, это направление есть. Кто представитель этого направления? Представителей очень много. Мы возьмем даже элементарно, первое в Узбекистане это Энвер Измайлов и его группа Сато, Так. это они были представителями Да. крымско-татарского джаза. Потом был коллектив Эфсане, Да. который тоже, Тоже джаз. Да, тоже джаз, это крымско-татарский джаз. Потом здесь уже в Крыму коллектив Бельбек, это тоже крымско-татарская капелла джаз, понимаете? И даже взять таких музыкантов, как Руслан Булатов, Гарик Исатов, Сейран Усманов, Расим Рамазанов, они тоже являются представителями такого направления, как А они сейчас крымско-татарский. музыку делают новую? Да, они работают над тем, чтобы внедрять и популяризировать крымско-татарскую музыку в большие массы. Масса крымская или мировая? Нет, мировая. Когда мы говорим там о Руслан Булатове, это человек, пианист, который крымский татарин. И Но он не в Крыму живет сейчас. он живет не в Крыму, но он принимал участие на фестивалях Монтре во Франции, а это фестиваль, куда все джазовые музыканты только и хотят попасть. Это большое, и это как бы наш выходец из Крыма, и там принимал участие, это для нас большая честь. Просто мало кто это знает, и мало кто этому придает значение. Потом есть такой Расим Рамазанов, который тоже играл свои сочинения на основе крымско-татарских тем с Киевским филармоническим оркестром, и это тоже было все в джазовой обработке. Как бы это направление очень развивается, и в этом нам легче популяризировать, в этом направлении нам легче популяризировать крымско-татарскую музыку. Просто, Как знаешь, этно-джаз. сложилось такое впечатление, что крымские татары не про джаз. Вот давай возьмем массу все-таки, да? Такого какую широкого зрителя, Да. слушателя. Слушателя. Вот для широкого слушателя сегодня какая крымско-татарская музыка актуальна? Свадебная. Ну, свадебное – это развлечение, да? То есть то и бизнес, Не, то ну а как свадебная музыка. развлечение, понимаете? Люди свадебную музыку не только во время развлечений слушают. Они слушают ее, когда на работе работают, машине, когда кушать готовят. Они слушают свадебную музыку. Возьмите там то, что мы на радио слышим. Это все свадебный репертуар, который играется на свадьбах и так далее. А качество этой музыки как ты оцениваешь? Вы имеете в виду как качество исполнительское или... Качество, ну, если мы возьмем мировой, да, вот как ты про язык сказал, 6 уровней. Да. Вот если брать в мировом сегменте, вот это качество вот этого продакшена музыкального, оно как может? Или это вообще нельзя так оценивать? Наверное, нельзя сравнивать мировое положение музыки и наше положение музыки крымско-татар, потому что мы на самом деле очень пока глубоко, понимаете, чтобы прийти к тому, чтобы начать сравнивать даже наше положение. Я понял. А что нужно делать для этого, чтобы хотя бы на эту полянку выбежать? Ну, просто, знаете, вот я вам как хочу сказать. Вот мы начали разговаривать о том, что крымско-татарский джаз, да, ведь множество было представителей, на самом деле, этого жанра у нас. Вопрос в том, что они не смогли это дальше реализовать, и это большая проблема, понимаете? То, что на самом деле очень было много крутых коллективов, которые не могут постоянно заниматься волонтерством и миссионерской деятельностью, понимаете? Для того, чтобы что-то до конца содержать, для этого должны быть средства, понимаете? И вот это на самом деле очень важно. Слушай, вот на самом деле очень важный момент. Вот сейчас мы с тобой подошли к очень важному моменту. То есть, когда мы говорим про высокую, можем так сказать, высокую музыку, да, пускай нам простят эту формулировку, но такая серьезная. Когда мы говорим про серьезную музыку, мы говорим, что это не про деньги и не про выживание. Да, да. И так как у нас в Крыму нет этой почвы, на которой бы это все росло, да. Получается, что мы имеем проблему сегодня какую? Мы имеем супер крутых, талантливых ребят, которые показали, что мы можем это делать, но вот второго шага не можем сделать, потому что куда? Да, Некуда. потому что
к сожалению, именно реализация своего творчества, она происходит только на свадьбах, понимаете, для Да. этих талантливых ребят. Да. Грубо говоря, они себя реализуют только на свадьбах, потому что нет других площадок Да. для музыкантов, где они могли бы себя рекламировать, да, потому что на самом деле сейчас слушателям это свадебные люди, которые приходят на свадьбу Да. и оценивающий уровень музыкального коллектива, это на самом деле, кто последние 10 человек на свадьбе останется, как в лучшем случае тебе закажут что-то, вот Да. они оценивают сейчас на самом Ценят. деле, да. И для музыкальных коллективов сейчас очень много мы опираемся на то, что скажет вот тот человек, что тот Да, человек да. на свадьбе нас похвалили, да, вот это сказал. На самом деле просто надо создавать такое музыкальное как бы круг, чтобы для нас было важное мнение не последних 10 человек на свадьбе. Кто они вообще? Мы же статус их не знаем, этих людей. Нет, эти люди есть, просто они должны собраться воедино, понимаете? Эти люди есть. Они должны просто собраться воедино, которые могут на самом деле занять место как крымско-татарских критиков, понимаете, которые Да. могут смело То есть у них оценивать. вес есть? Да, у них есть статус, вес, и которые могут взять на себя ответственность того, чтобы оценивать каждый музыкальный коллектив. За счет этого будет подниматься и уровень музыкального коллектива, когда мы будем прислушиваться больше к мнению профессионалам, а не Да. на свадьбе последним 10 Вот, людям, понимаете? ну, ты согласен с тем, что сегодня свадебная крымско-татарская музыка это все-таки про застой, чем про развитие? В каком плане вы имеете в виду? В плане вот глобально. Вот если мы Ну, берем музыку, как вам сказать? Вот смотрите, вот какую вообще нишу занимают свадебные музыканты? Вот если взять культуру, да, крымских татар, Да. поделить ее там на несколько ветвей, там музыка, художество, там архитектура, Да, литература, то самое, что осталось в таком большом, самое живое. самое живое и что менее затеряно, это музыка, понимаете? да, И да, это да. благодаря свадебным музыкантам, Да. потому что именно они, благодаря своей любви к музыке, на самом деле сегодня сохраняют то, что они могли бы не сохранять, потому что, как показывает практика, то, что народу это, грубо говоря, не очень-то сильно нужно, понимаете, потому что Подожди, народ платил деньги за это. народ И платит... нормальные деньги платил. Ну, как вам сказать? Народ платит деньги... Народ раньше платил деньги музыкантам за их работу. Сейчас народ платит не за музыку, а за услуги, понимаете? Потому что это совсем другое. Это если мы сейчас уже будем в дебри уходить, там, когда музыканты играют на баш, да, на что им Да. попадет, и за то, что они пришли, им дают какие-то деньги, Не, понимаете? подожди, это было прям это было прям до недавнего времени. Я вот сейчас удивился, что, оказывается, музыканты давно уже не собирают лепку. Да, конечно. Ну, подожди, я это застал. На моей свадьбе музыканты собрали лепку. Ну, просто, может быть, вам никто не сказал то, что можно... Нет. У меня было в 8-9 году свадьба. Ну, я понял, В нет. то время в основном Да, я понял. музыканты Просто собирали. я имею в виду то, что если мы говорим на сегодняшний день, Да. сегодня в основном музыканты играют за цену, которая Да, я стоит у понимаю. каждого состава, Я и она понимаю. другая, понимаете? Потому что люди смотрят то, что музыкант там попадается, Слишком что танцует, да, слишком много, а давай там окупим какие-то там расходы. это понимаете, понятно. это бизнес, как Это бы. понятно. Свадьбы превратились Ну тоже... вот смотри, люди... Вот Да, наш- я хочу Да, закончить да, о том, то, что застой это или развитие, то, что музыканты, они в свое время развили это и не дали этому потерять, за что им надо дать большое... Они не дали умереть. Да, они не дали этому умереть, понимаете, потому что у них по возвращению в Крым тоже было много проблем. Им надо было также строиться, им надо было также содержать семьи, растить детей, но тем не менее они играли музыку и не давали как бы своему народу это забыть. Если бы музыканты это оставили бы и преследовали свои личные интересы, Да. то это бы потерялось бы намного раньше, понимаете? Так, ну вот смотри. Крымские татары платят за свадебную музыку и не платят за джазовую музыку. Ну не платят. И джазовая музыка у нас получается где-то далеко, очень далеко. То есть получается, что музыканты сегодня в большей своей степени все равно идут за рублем. То есть там, где платят. Ну, понимаете, это естественная потребность каждого человека. То есть, насколько бы джаз
не нравился, но если он меня не кормит, я не могу его вечно играть, потому что у меня тоже есть потребности, как пить, есть, понимаете? И это нормальный человеческий фактор. То, что человек идет работать для того, чтобы получать какие-то сбережения, а если у него есть какие-то увлечения, как, например, джазовая музыка, то, что он хочет это популяризировать, это уже другое. А параллельно нельзя этим заниматься? Параллельно этим, на самом деле, если бы у нас был как бы цель какая-то определенная, Да, вот я про цель говорю. про что цель, нету этой понимаете, цели. нету этой цели. Возьмем, например, насколько важна площадка, понимаете, для музыкальных коллективов, чтобы они могли себя реализовывать не только на свадьбах, Вот как понимаете? теперь джаз-фестиваль, это была площадка? Нет, вы знаете, это чуть-чуть другого формата, потому что не каждый музыкальный коллектив крымско-татарский преследует цели играть джаз. И мы не можем повлиять на каждый музыкальный коллектив играть джаз, понимаете? Человек хочет играть джаз, он играет. Человек хочет играть фольклор, он играет фольклор. Мы не можем Да, я понимаю. заставлять музыкантов играть. А чтобы развивать, конечно, площадки должны быть в плане того, чтобы человек мог показывать где-то свое творчество помимо свадьбы. Вот вспомним проекты как Шеляле, да, Пешраф, то, что это было на самом деле такое место, где собиралась кучка артистов, музыкантов, и они выпускали что-то новое, и это стремились туда попасть, для того, чтобы попасть на телевидение, популяризацию. Вот это очень сильно работало в Почему свое сейчас время. нету? Потому что как бы вот вопрос, это, знаете, почему сейчас нету Бельбек ансамбля? Почему... Чисто из-за денег Да, остались. понимаете, почему нету Эфсане, почему много джазовых музыкантов тоже нету, Да. почему их нету, понимаете, почему не остался вот Пешраф, Шеляле, почему был конкурс Мейдан ФМ, понимаете, конкурс клипов, который тоже очень большую роль играл на нашем музыкальном мире. Каким образом? То, что уже тогда все артисты записывали клипы, а это было 5, 6, 7 лет назад, и 90-м была конкуренция в Ютубе, и крымские татары комментировали друг друга в Ютубе, понимаете, а конкуренция в Ютубе это уже уровень, извините, Да, понимаете, это это уже уже площадка. уровень. Сейчас такого нет, то есть мы не можем нигде друг друга прокомментировать, что-то оценить, понимаете, Да. сейчас вот свадьба это единственный момент, где музыканты могут, грубо говоря, себя реализовать. Если для нас создадутся такие площадки на базе, например, даже какого-то университета, да, вот какой-то фестиваль, где будет приглашены куча артистов, коллектив, этот коллектив, другой, понимаете, чтобы вот такого-то числа, например, да, организовывать фестиваль, да, и к этому все готовятся, это все записывается на видео, это все архивируется, сидят люди, члены жюри, которые оценивают уровень коллектива, которые потом награждают победителя какому-то коллективу, понимаете, было бы за что, к чему стремиться и как бы это все развить. А так, когда этого нету, а зачем я буду лишний раз напрягаться, понимаете? Слушай, а это не вот та история, что проблема утопающего, это или именно его проблема? То есть нет такого ощущения, что сами музыканты должны организовать эту площадку? Ну, как вам сказать, сами музыканты, мы, конечно... Ну, ты разбираешься в этом? мы- Я же не могу Да, эту площадку я организовать. я понял, о чем вы имеете в виду. Сейчас музыканты сами это и делают. Вот, например, я когда музыкальное училище заканчивал, мне пришло в голову создать такой чайковский бенд и в конце обучения своего сделать концерт. И я сам, грубо говоря, был продюсером этого концерта. Я договаривался сам лично со звуком, с залом, с помещениями, с артистами, понимаете? Я все это приглашал. И как бы, а по сути я должен заниматься музыкой, Только понимаете, да? И также сейчас и любые коллективы, они должны заниматься и всем этими делами, понимаете, как бы тоже организовывать это все сами. Просто это было бы как-то нелогично, если бы какой-то коллектив организовывал бы сам этот фестиваль, понимаете? А если бы это создавали, например, высшие органы, да, например, ректора университета, да, например, университет, на базе университета, вот такое, тогда бы к этому стремились. А так, если сейчас один коллектив скажет, вот мы организуем фестиваль, приходите играть, это не тот будет интерес у самих музыкантов, понимаете? Смотри, а нет такого ощущения, что можно достаточно сделать пару шагов, чтобы создать просто это движение, а потом, когда уже будет движение, люди нужные подтянутся?
Или это так не работает? Я не совсем понимаю. Ну, вот смотри, допустим, мы говорим про какую-то площадку. Давай скажем так, да? Ну, Коктебель джаз-фестиваль, это, скажем так, вот, к примеру, такой формат, Да. условный. Мы сегодня говорим, что вот, чтобы организовать такую площадку, нужно ряд действий. Да, да. Допустим, музыканты собираются, да, из музыкантов есть инициативные люди, которые Да. меньше играют, больше организуют. Да, да. И вы пытаетесь сделать какую-то площадку, а потом все видят, что получается, и нужные люди примыкают к этой площадке. Вот нет такого ощущения, что вот как будто бы вот этой инициативы уже нету. Вы хотите сказать то, что музыканты должны сами создавать это, да? Да, да. Ну, то есть, это же, по сути, смотри, это же ваша область. То есть, кто, как не музыканты, заинтересован в музыкальном фестивале. По большому счету, вот так если подумать. Ну да. То есть, если у вас будет площадка... но мы же сейчас говорим, это для того, чтобы преследуется цель сохранения культуры, понимаете? А вопрос сохранения культуры, он не стоит только на музыкантах, понимаете? Да, он ну, стоит... в том числе. Я имею в виду, это стоит вопрос, это на люди, которые занимают там особые должности, понимаете? Они должны за это переживать. Музыканты должны переживать о том, чтобы как не дать... Самой музыки. Да, самой музыке, да, пропасть, понимаете? Я имею в виду, каждый должен заниматься своим делом, грубо говоря. Ну, наверное, это тоже правильная мысль о том, что музыканты сами должны что-то организовывать и сами делать. Да, вот, например, вспомню то, что был такой фестиваль в Кизлеве, он проходил, фестиваль свадебных музыкантов, который организовывал в свое время АТР. Вот, например, это был очень хороший проект. Это единственный раз, где все музыканты собирались. Подожди, а ты не помнишь организатора? Кто был организатором? Я... Не Сита была организатором? Сита Блага. Я не Не знаю, знаешь? я не знаю, кто был организатором. Я, по-моему, монтировал это, что Да? просто, да, Да, я это и еще не на самом снимал. деле это был очень хороший проект, да, как бы. Потом был тоже вот Ерлас Азым, куда приходили музыканты, играли, понимаете. Сейчас мы же не можем сами себя, грубо говоря, снимать, сами себя и хвалить, и все, понимаете. Мы должны куда-то идти, понимаете, где-то принимать участие. А так, когда есть площадки, вот опять возвращаемся к тому, что было Шеля или Пешрав, да, кто-то это создавал, и мы сами стремились туда идти, понимаете. Это, ну, как бы, надо понимать Я это понимаю, всё. о чем ты говоришь. То есть, ну, скажем так, да, когда стоит проблема вообще выживания, условно говоря, то нужно хотя бы семена иметь, да, чтобы можно Конечно, было вырастить потом да, что-то. да. Конечно же, я вообще ни в коем случае не осуждаю коллективы, да, в том, что они, чтобы прокормить семью, построить дом, они играют на свадьбе. Да. Конечно же, я это не Да. осуждаю. Но я, понимаешь, я из той категории людей, которые говорят, что можно и заработать денег, и заниматься творчеством, но это реально все равно. У свадебных музыкантов в основном сезон это вот осень, где прям сезон. Ну, вот, а есть же межсезонье, да, февраль. конечно, Вот чем да. музыкант занимается в феврале? Вот чем? Ну, он готовится к апрелю. Думаю, да? Так, Да, скоро он апрель, готовится, меня не трогайте, да. да, я настраиваюсь. Он готовится к апрелю. Так, хорошо, Алим, я понимаю, что мы очень тяжелую тему серьезную подняли. Но она и- очень актуальная, понимаете, и очень хорошо то, что мы ее затронули, и может Мы быть... обязательно будем звать музыкантов более взрослых, которые имеют, скажем так, ну, прямо больший вес, да, в этой области, Да. то есть агалар, которые разбираются, которые эту проблему понимают прямо на таком уровне, да, на ментальном уровне. В любом случае мы их будем звать, и эту тему мы будем поднимать, и на эту тему будем говорить. Вот смотри, говоря о творчестве, я подумал вот такую штуку. У тебя был альбом, Да. ты записал альбом. Да. Я понимаю, как человек со стороны, Да. я понимаю, что альбом для музыканта – это как книга для писателя, это визитка. Ну да, своего рода визитная карточка. Вот ты написал альбом, ты был как композитор или ты был как исполнитель? Вот ты какую роль играл вообще? Какая цель была альбома? Ну, какая цель была альбома? Мне просто тоже ее случайно, опять же, предложили эту цель реализовать. Спросили, а почему у тебя до сих пор нет альбома сольного? Как бы я подумал, а почему бы не воспользоваться возможностями. И подвернулась одна компания в Турции, которая занималась распространением этого альбома тем, чтобы запускать его в какие-то музыкальные... YouTube-площадка была, да? Как она называлась? 150, по-моему, тысяч подписчиков у них. Вот где ты альбом выложил свой? Я не знаю, сколько у них подписчиков, но это называлось Iber Music Production. Это такая студия, которая за это взялась, за распространение. Да. И потом мне пришло в голову, да, на самом деле этим надо заняться. И опять я приехал в Керчь к своим родным и посоветовался со своим отцом, дядей.
вторым дядей. И они меня тоже поддержали, и вместе с ними мы подумали о том, чтобы создать альбом. И, грубо говоря, я год писал аранжировки. Как композитор. Ну, да, я несколько было авторских моих лично композиций, несколько композиций было моего дяди для Веры Куртхаметова, а все остальное было с фольклора. Да. И я просто аранжировал это под такое направление, как гангстерская музыка. То есть видение, да, свое с элементами джаза, с элементами джаза. И, конечно, мне поддержали мои друзья, мои родственники, мои родители. И я очень им благодарен, потому что они на самом деле проделали колоссальную работу. Мой дядя для Веры Куртхаметов, он записывал барабаны, записывал перкуссию, понимаете, гармонию, это все. Потом сводил, это мастеринг делал. Отец мой помогал, играл фортепиано. Мой дядя Рустем Куртхаметов, он скрипку записывал. И все это благодаря им, грубо говоря, получилось такой на сегодняшний день продукт создать. Еще я хочу упомянуть то, что принимали участие и Серан Усманов, музыкант, и Гарик Исатов, и благодаря тому, что они согласились, получился вот такой диск. Давай вот чисто как бы на бытовом уровне. Да? То есть, понятное дело, что записать альбом это престижно, это визитная карточка, это какой-то челлендж, условно говоря, да, то есть какой-то вызов. Ты выступаешь в роли композитора, ты выступаешь в роли логиста, ты собираешь людей, да, то есть ты все это дело, вот все смотришь, все делаешь. Смотри, тебе повезло, у тебя музыкальная среда очень развитая, и у тебя, скажем так, бисмилля, да, было много вещей. То есть тебе делали, бесплатно, тебе же помогали. Да, я имею в виду то, что может быть, я как-то благодарил услуги, но это, наверное, можно сказать, все равно, как вы сказали, бисмилля, да, потому что, конечно, если бы мне было больше денег, я бы больше отдал бы, но... Сейчас не про это. Смотри, если я, условно говоря, музыкант, у меня есть амбиции записать свой альбом. Сколько сейчас это стоит? Вот сколько там у тебя треков было? 10 треков. 10 треков. Грубо говоря, если учитывать все расходы на создание музыки, на запись... Вот без льгот. Вот я музыкант, я пришел в какую-то студию, музыкальную, и говорю, все, Балар, я хочу альбом, они меня не знают, они говорят, это стоит вот столько. Сколько это стоит? Сейчас для того, чтобы записать альбом, надо минимум где-то 2-2,5 тысячи долларов. 2,5 долларов. То есть это минимально. Да. Если мы говорим про такой более-менее продакшн, это 3, может быть и 4 тысячи. Если мы уже говорим о что-то таком, чтобы привлекать куда-то таких-то артистов, это уже 3-4 тысячи. То есть, скажем так, чтобы был какой-то вес у этого альбома. Смотри, деньги не маленькие. Да, деньги не маленькие. То есть, получается, мы опять же упираемся в то, что простой музыкант, будучи, который работает в Крыму, собрать деньги на альбом, тоже существенно, да? То есть тяжело. Нет, не то, что тяжело, это с ними не так просто прощаться из-за того, что будет ли какой-то из этого выхлоп, который я вообще не преследовал, понимаете? Я знаю то, что, там послушать его, 100, 200, 500 человек, и все, какие-то цели там заработать, я знал то, что это не получится. Это просто сделалось для того, чтобы как-то познакомить, грубо говоря, наш земной мир. Если мне бы это удалось, я не знаю, может кто-то просто Spotify увидит, Краймен Music, что там, интересно, почему бы нет, понимаете? Spotify, да, то есть ты разместил его на площадке, все сделал. То есть человек в условном Пекине, или Стамбуле, он встретив тебя, и ты начнешь с ним общаться, ты скажешь, слушай, набери Алим, Куртхаметов, все, там все есть, он послушает. Я, кстати, когда ехал к тебе, в Симферополь, я слушал твой альбом, он очень классный, реально, то есть мне действительно нравится. То есть, давай про выхлоп поговорим. Да? То есть, прямого выхлопа, такое слово, жесткое, такого прямого выхлопа не было. Да, конечно. Но у тебя нет такого ощущения, что этот альбом может услышать тот человек, который как типа того в Стамбуле, человек, который случайно проходил? Конечно. Это же все равно ключ, какой-то? По-любому, для любого музыканта иметь альбом, рано или поздно к нему все равно будут возвращаться люди, понимаете, его рано или поздно будут слушаться, и, конечно, может судьба завернется так, что он не сейчас мне пригодится, через 5 лет, допустим, понимаете? Да, я про это говорю. То есть это игра на перспективу. Да, 100%. И я когда
ты объявил о том, что у тебя альбом, что я, кстати, тебе снимал клип Абраким Кишвеев, Кораблик, Oblivion тема. Да. Слушай, ну это настолько мощная вещь. Я вот опять же к тебе ехал, я ее слушаю, думаю, ну это настолько эмоционально, такой букет. Я без музыкального образования, но чисто на какой-то, знаешь, интуиции. Я понимал, что это очень качественная вещь. Теперь смотри такой момент. То есть, что нужно сделать, чтобы музыканты твоего уровня, может быть, старше, Да. чтобы они стремились к такому альбому? Пускай будет не 10 треков, а 5 треков. Сейчас это модно. 3 трека альбом делают. Почему? Ну вот что нужно сделать, чтобы люди понимали, что это, ну подожди, хотя бы надо сделать. Ладно, он сидит, он сам себе говорит, да нет, у меня сейчас $3000 на это, мне нужен забор, там что-то. Но вот это понимание, чтобы оно в голове сидело. Это, во-первых, если бы мои родители меня изначально правильно не воспитывали в музыкальном плане, я бы тоже никогда на это не рассчитывал. Понимаете? Потому что я почему это сделал? Потому что вообще моя музыкальная история, у меня всегда в доме вот из детства звучала хорошая музыка, понимаете? Да. Я там начиная от «Земля, ветер, огонь», там заканчивая там турецкими группами, там «Лачо Тайфа», понимаете? Я знал то, что есть вот что есть хорошая музыка. То есть горизонт, да, понимаете, я имею в виду родители, задача родителя воспитать в ребенке любовь к своей национальной музыке. Это очень большая задача. Если бы своевременно мой отец, мои дяди бы надо мной не работали бы, я бы не захотел бы на это решиться, понимаете? И тут уже надо говорить не о том, что делают, как заставить ребят сделать что-то. Это уже надо говорить о том, как заставить родителя прививать любовь к народной музыке своим детям. То есть все-таки мы упираемся в то, что родители главное. Да. То есть если родители бы тебе не привили вот эту любовь к музыке, в ней разбираться банально надо. Конечно. То есть если всего этого не было, у тебя не было бы и вот этих амбиций, записать альбом. 100%. Так, хорошо. То есть, в принципе, это ответ. Получается, что твои родители, твои агалар, они же тоже, у них это понимание было, да, что надо как-то вот воспитать вкус в человеке. Ну, конечно, они все с детства... Они вообще ставили на тебя, вот как ты, как на музыканта? Знаешь, ожидания. Просто я вам, знаете, хочу сказать, просто вот мой отец и мои дяди, они все очень разнохарактерные люди сами по себе, понимаете, и по чуть-чуть это отразилось с каждого. Вот, например, мой отец, он больше такой, знаете, вот он на аккордеоне играет, и в свое время он был дирижером хора, и он всегда меня приучал к тому, что нужно быть точным в музыке, прививал любовь к нотной грамоте, он все записывал на ноты, качество ноты, понимаете? Мой дядя для Веры, он ударник, для него ритм это самое главное, понимаете? Он всегда мне говорил, ритм ты должен играть как барабанщик, ты должен постоянно четко играть, чтобы ритм, чувство ритма, это как энергия, да. А Рустем Курхметов, он мелодист, понимаете, вот он красивая игра, красиво, вот на него смотришь и как бы подача, понимаете, и они все работали со мной с самого детства, понимаете, и если бы они своевременно не давали от себя ко мне свой вот этот опыт, я бы не загорелся бы этим сам, потому что на самом деле это тяжело, понимаете, что так просто заниматься и потом думать, почему бы мне не сделать альбом, понимаете? Это все с возрастом, это накапливается, это энергия. Алин, понимаешь, что на тебе, по сути, и большая ответственность сейчас лежит, и ты как вдохновляющий пример, потому что я думаю, что я, будучи не музыкантом, вдохновляюсь твоими вот этими успехами, потому что я думаю, молодец, то есть человек уже что-то оставил после себя, понимаешь? Ты в любом случае, вот завтра что будет, уже не важно. То есть этот альбом, он уже есть, он уже останется, конечно, он уже будет. Салон. То есть это, понимаешь, и ты это в 20 лет понял. Не в 40, когда у тебя кризис среднего возраста, когда ты думаешь, так, а жизнь, а что такое, там у тебя спина заболела, ты, ой, а мы все смертны, понимаешь? Да. То есть ты это очень рано начал делать. И ты этим примером вдохновляешь, я уверен, многих вдохновляешь. То есть это большое дело. В любом случае. Если это так, это конечно, пример. было бы... Подожди, это в любом случае пример. То есть вот молодежь, там Заман Бен, ребята там собрались тоже, они же тоже интересную музыку играют. Конечно, 100%. Интересную музыку играют. Вот, и вообще хочется, чтобы вот эта именно молодежь, она подключалась. То есть, чтобы она заразилась вот этими амбициями, что, по сути,
границ их нету. Знаете, основная проблема в чем? То, что для нас старшее поколение в любом случае оно нас заражает по-своему, но Да. мы смотрим на исход этого всего. Да. Мы смотрим, как в свое время судьба решилась с такими коллективами, как Бильбек, Да, да. Эфсане, как была группа Сато, понимаете, как был замечательный, гениальный дуэт Гарика и Сирана Усманова, который тоже в джазовом, этно-джазовом направлении. И мы смотрим на судьбу этого всего. Да. И, конечно, конечный итог нас может немного разочаровать. Так вот, основная задача в том, чтобы нас конечный итог не разочаровал. Мы можем говорить, а зачем это делать, если они не смогли это, не получилось, да, в сферу Да. возможности Да, это да, да. сохранить. У них не получилось, а мы еще меньше, мы моложе, и мы рассчитываем. Слушай, ну я, знаешь, я многим это говорю, я уверен, что мы живем в уникальное время, и, возможно, те коллективы гениальные, они просто не ко времени были, понимаешь? То есть они попали в эту мясорубку переезда, освоения, быта. Сейчас все равно уже все равно по-другому. Когда понять то, что есть идеальное время для создания? Нет, никогда не будет понимаете? идеального Оно времени. идеального Но времени... знаешь, смотри, разница, когда у тебя ты в подвале, у тебя грудные дети, разница, и когда у тебя уже дом построенный, то есть разница знаете, есть. Дом построен, сад не будет достроен, потому что у нас Но всё равно- такая судьба, то что нам постоянно человеческие прихоти, Я они согласен. никогда не останавливаются, понимаете? Мы всегда, жизнь так устроена, и вот эта борьба с самим собой, то, что человеческие прихоти, они всегда нас возбуждает, и мы за ними гонимся, понимаете, в момент того, то, что как человек может понимать, что временно, Да. а что вечно, Не понимаете? можешь, да. Ну, искусство вечно. А вообще, ты знаешь, наверное, да, и все равно ты человек нового поколения. Ты уже, вот какого ты года? 96-го. Все, ты Советский Союз не застал. А это была такая клетка для мозгов, страшная клетка. Ну да, и конечно. сквозь нее очень немногие выглядывали. То есть ты родился уже в свободном обществе, в принципе. Поэтому, когда ты выходишь на одну сцену с мировыми звездами, Ну да. ты не падаешь в обморок, понимаешь? То есть ты уже такой думаешь, ну все, я достоин, я здесь не случайно. Ты уже знаешь, то есть ты все равно свободен в каких-то моментах. Ты как вот эти британские дети, они столетиями живут в этом настроении, а мы только начали, понимаешь? Я думаю, что это тоже... Да, конечно. Просто вы сказали о том, что насколько эти группы были созданы своевременно. Да. Есть множество примеров и заграничных, когда группы создавались не в самое лучшее время Да. для государства, но тем не менее у них получилось Да. продержаться, за счет того, что у слушателя есть к этому понимание. Да. Понимаете? И большая задача состоит вообще у родителей, у нашего менталитета в том, чтобы на самом деле прививать любовь к этому всему, понимаете? И любовь, вот я так считаю, составляющая народа состоит из 3 частей, да, это вот религия, язык и культура, понимаете? Да. И то, что когда человек, родитель прививает любовь к этому Да. и объясняет, почему нужно любить религию, язык, почему это важно, почему есть проблемы, когда недопонимание языка ведет к этому всему, понимаете? Ведь у нас очень много из-за того, что мы не в совершенстве владеем своим языком, от этого очень много, и это отражается в нашей культуре, Да, понимаете? да. Как это отражается? Ну, вот, например, мы говорим о крымско-татарских свадьбах и закавказной музыке, которая прижилась, Большая проблема. понимаете, и мы опираемся на текста песен, такие как «Бродяга» и «Кайфуем», и они Да. нам не подходят по смыслу, а на самом деле, я вам хочу сказать, у нас и в песнях крымско-татарских, которые мы поем на связи, там со смыслом не все так хорошо, только за счет того, что мы не можем так воспринимать крымско-татарский язык, Да. для нас это считается нормально. Я имею в виду, если сейчас «Бродягу» взять, перевести на крымско-татарский язык, это будет нормально, понимаете, мы будем ее слушать, и никто не будет обращать внимания. Почему я говорю, потому что очень много песен на свадьбах, да, вот Хайтармушек, там всяких со словами, там есть смысл, который не хочется говорить вслух, понимаете, да, но мы к этому не придаем значения, потому что мы не можем воспринимать язык, как его должны. Да. Понимаете, это из-за этого очень... То есть незнание языка, это тоже порождает, и это упадок в культуре. Незнание языка ведет к этому очень сильно. Понимаете? То есть получается, что, слушай, такая неочевидная связь, да, казалось бы. То есть человек, который не знает свой родной язык, он и свою культуру перестает воспринимать, как она должна Конечно, быть. как она должна быть. Он
Он слушает на свадьбе музыку, ему нравится мелодия, а что там поется, он уже в это не Это как с вникает. английскими, знаешь, Да, песнями было. а там может петься. Буквально недавно что-то мы разговаривали про вот эти вот зарубежные песни, которые хлынули в Советский Да, Союз, а да, потом конечно. вообще большим потоком. И человек говорит, я только сейчас, я, говорит, 30 лет эту песню слушаю, и только недавно я, говорит, смысл ее Да, разобрал. да, А конечно. там смысл Да, смысл вообще... вообще дикий, конечно, дикий поэтому смысл. нам прежде чем говорить о закавказских песнях, надо же разобраться, что у нас там Свои. происходит, понимаете, свои. Да, очень хорошая идея. Я думаю, что над этим нужно задумываться в любом случае. Последний вопрос, который я хотел бы с тобой поговорить, про круиз. Да. Давай, слушай, очень крутой крутая такая тема, классная. Да, Я когда своевременная. я когда смотрю вот эти вот ролики про круизные лайнеры, слушай, это отдельная вселенная. Как ты попал вообще на круиз? Ну как, вы знаете, в Крыму не все музыканты реализуют себя на свадьбах, и как бы хорошим заработком всегда являлся это работа на круизных лайнерах Да. и за границей, То есть понимаете? ты знал, что такой заработок есть? Да, конечно, конечно. Я всегда знал, еще когда в училище учился, очень много там друзей моих уже работали на круизных лайнерах. Да. И я думал, конечно, как для опыта, один раз надо тоже это когда-то попробовать, если в этом будет надобность. И вот уже находясь в Стамбуле, мне предложили один контракт, получается, в Америку. И сказали, не хочешь попробовать? Правда, тебе надо будет докупить там пару инструментов, потому что надо было играть на 4 инструментах. Да, я играл на кларнете, на саксофоне сопрано и на флейте. Сопрано, вот эта штука? Не, это такой длинный, как саксофон, только как бы прямой. И, получается, я отправил демо, и они сказали, все, мы тебя давай берем, вот тебе контракт. А там, вот ты говоришь про контракт, да? Да. То есть ты вот эти цифры увидел и такой, все, я в деле, конечно, я в деле, я сразу, мне как у Дональда Дака. Это в рублях или знаете? это в чем? Да. Слушай, смотри, перед тобой стал такой серьезный выбор. То есть учеба в Турции и этот круиз. Она-то была Ты же сразу его учебой. сделал? Да, она-то была учебой, но я уже на втором курсе я начал ездить и работать и в Лондон, и туда-сюда, и в группе я играл в Турции, мы ездили на концерты, грубо говоря. Я к учебе так серьезно не относился, поэтому я поступил и здесь, в Крыму, на заочное обучение, чтобы в будущем получить диплом, понимаешь? Слушай, а ты это не связано с тем, что ты не видел вот этого конечного итога, который тебе нужен? То есть отучать полностью в Турции? Вы знаете, у меня какая была цель в Турции научиться по возможности минимум этим фольклорным инструментам, и все. В принципе, я по возможности что-то получилось у меня научиться. Я просто уже остальное, как я бы это дальше развивал, уже зависело только на мне, понимаете? И для этого не нужно было ходить в университет и так далее. Хорошо. То есть тебе скинули дем, ты Да, скинул да. дем, Я скинул, и они сказали, давай, Дальше вот что такой было? контракт там в Америку на 8 месяцев. Тебе сделали визу? Да, я сам делал себе визу, получается, заполнял это все, и сказали, вот с января по август вот такой контракт ты должен будешь поехать. Вот это 2020 года. Я согласился, хороший контракт, сразу в Америке я ни разу не был, я очень хотел там побывать, да, Нью-Йорк, там, это, конечно, мечта, знаете. И вот я попался, мне такой хороший контракт, и мы 2 недели репетировали во Флориде, и потом мы отправились самолетом с Флориды в Нью-Йорк и сели на корабль оттуда. И там началась моя вот эта корабельная круизная жизнь. А ты как-то гуглил, смотрел вообще, что это? Конечно, я знал, грубо говоря, на что иду, потому что мои друзья там работали. И благодаря им я и попал на такой контракт. Там один мой знакомый был. И он мне предварительно рассказал, что там, к чему быть готовым, как это. Я предварительно уже знал, что там будет. Поэтому, я как бы не был такого удивления там от корабля. Это большой лайнер был? Да, это был лайнер 2019 года. Он назывался Близ, да, и там почти 4500 человек вместительность. Это город. Реально город. Город, да, на воде, получается. И как ты, то есть у тебя какая была обязанность? У тебя был какой-то план, да, или ты все время выступал? Как вот это Не, получается, мы делали круизы с Нью-Йорка до Багам. Мы до конца марта, вот такой у нас круиз был, однонедельный. Получается, неделю мы выплываем из Нью-Йорка, неделю плывем до Багам и обратно.
В порту стоите? Да, или в порту нет? стоим, в То порту есть ты стоим. свободно гуляешь? Да, да, да. И Ну, это очень можно круто. было спокойно гулять, да. И так получилось, то, что выпускали нас в Нью-Йорке. Я ходил, попал там даже на джазовые всякие концерты. Короче, повезло это все увидеть. И А ты в Нью-Йорке ни с кем, там, из крымских татар, там, не не, пересекался? ну, к сожалению, были планы, я должен был там больше как бы находиться, но из-за того, то, что корона наступила, да. и мы, грубо говоря, я застрял, январь, февраль, март, с марта по июнь на корабле 2 месяца я просто сидел в каюте, никуда не выходил. Просто прям в Да, каюте? просто вот в каюте Даже я на выходил. улицу нельзя было? Нельзя было выходить на улицу, только можно было выйти покушать. Я заходил обратно в каюту, и вот так был тоже такой опыт. И там еще, грубо говоря, потом корабль, из-за того, что билетов не было в Крым, я не мог прилететь, и приняли такие меры, то, что все европейцы через Тихий океан мы плывем, короче, в Голландию, да. Полулегально, получается? Да, нет, легально. И мы, получается, через Тихий океан, вот этот, А на чем вы плыли? ну, на корабле. Сколько времени? Ну, почти, сколько, 3 недели. То есть ты через Тихий океан? Да, поплыл? через весь Тихий А океан. там штормов не было такого? Ну, было, конечно, это Стрёмная вообще же отдельно, история. да, это вообще страшное дело, там, как иногда бывало, там штормило, там выходишь, тошнит, там, А на чем плыл ты? ну, на вот этом круизном лайнере. Вот этот круизный лайнер вас повез, да, отвозить? повез нас Ничего себе. отвозить в Голландию, и, получается, оттуда нам нашли чудом билеты. Ну и вот такой опыт был тоже, конечно. Ну, видите, все, что не делается, все к лучшему, и, наверное, в этом тоже определенная хайр. Ну, да, как говорится, расскажи есть. немножко про вот эту программу. То есть, что вы там катали? То есть, А там был шоу-бенд, и мы играли мюзиклы. Эти мюзиклы, они, получается, выкупали программу у Нью-Йоркского театра, известного Бродвей. да. И, получается, они выкупали эту программу, и потом нам можно было ее играть на кораблях. И для гостей, получается, целый мюзикл, там артисты, балетмейстеры, певцы, мы как оркестр внизу в яме. И играли эту программу на протяжении всего контракта. Ну, то есть, условно говоря, вы отправляетесь на Багамы, и тебя знакомят с твоей программой, да? То есть, Нет, мы играли одну программу и в Багамах, и в Нью-Йорке, и во Флориде. одно Да, и то же все время. да. Люди менялись, Да, а люди вы одно и менялись, то а же мы одно и шпарили. то же играли. Ага. Ну, круто, что. А ты с этими ребятами сейчас Да, конечно, я контактирую с ними, и Все сидят на карантине да, сейчас. они все сидят, у них там вообще ситуация намного хуже. Да, вообще с коронавирусом у музыкантов, у творческих людей, Да, знаете, они площадки там все закрыты. постят art is work, потому что работы нет музыкантам. И в Турции вообще знакомые есть, которые продают инструменты за счет того, что негде играть. Как бы, поэтому, на самом деле, это очень сильно на нас отразилось тоже. И они рассчитывают на то, что в скором времени эти Откроется. круизные, да, откроются. Но я уже для себя принял решение, что я, наверное, уже не поеду. Почему? Ну, потому что проблема, знаете, в чем, конечно, это деньги и так далее, но потом, как бы плохо не хотелось бы приводить в пример, но люди потом не могут себя здесь реализовать, понимаете, в Крыму. И Слушай, это вот очень это большая большая проблема. То есть- Потому что люди уезжают, а потом они в Крыму, ну, не могут там работать на обычных работах, где там... То есть, условно говоря, ты привыкаешь к хорошим деньгам, Да. и возвращаешься сюда, месяц побыл, и уже хочется Да, обратно. конечно, и Да, они да. долго здесь не засиживаются. Я знал то, что я поеду, на один раз. Я знал изначально. Мне я изначально, когда в Стамбул ехал, все говорили, вот ты там останешься. Я знал то, что я там не останусь, понимаете? Я изначально знал то, что я вернусь. Когда на корабль я ехал, мне тоже говорили, вот ты поедешь, много раз будешь кататься. Я знал то, что я один раз То поеду. есть ты реально от этих денег легко откажешься? Да, конечно, потому что от этого все зависит и будущее, понимаете? Я не смогу... Ты не женишься же, по сути, нормально? Как? Ну, конечно. Какая у тебя жена да. 8 месяцев будет ждать? Ну, да, это... Ну, наша будет. Ну, как? Главное, там карточка. Ну, Пай, забор строится. да, все нормально, там катайся, играй. Ну, а слушай, многие же так себя оправдывают. Говорят, что надо дом построить. Не, ну, там всё, конечно, так, ну, куда-то. кто как выбирает, кто как жизнь хочет свою строить, понимаете? Тут у каждого свой жизненный подход в этом плане, понимаете? У меня такое то, что я, посмотрел, что это, мне получилось что-то там накопить, да, я там это куда-то вложил, там, да, понимаете?
я знал то, что изначально я на один раз поеду, и я знаю то, что тяжело будет потом себя реализовать здесь. Ну, на самом деле. И очень много примеров, ребята, которые вот там работают, они сюда приезжают и уже в 10 лет там работают. И это не Всё, только уже касается не с видят крымскими себя. музыкантами, это с музыкантами, которые и в Америке. Это за счет того, что реально хорошие деньги, люди просто по 30, по 40 лет находятся на Слушай, этой ну это же лодке, жизнь понимаете? вообще, Да, это это, просто конечно, жизнь, это ты жизнь. живешь там. Жизнь на корабле, полжизни на суше и полжизни на воде, да, как бы такая. Ну, сейчас ты строишь дом в Белом 5. Да, сейчас я строю с Ну, белым так, 5. слушай, нормальный, отличный район. Мне очень понравилось. Ну, То есть конечно, район расцветает, довольно-таки строится. потенциал хороший Да. там. То есть какие у тебя вот планы прямо сейчас? То есть что ты сейчас делаешь? Ты сейчас учишься на заочке? Да, на заочке, конечно, в творческом плане я хочу, есть кое-какие идеи, некоторые проекты, которые требуют тоже особого времени. Да. Ну, для меня было бы интересно бы сейчас поработать в таком направлении, как традиционный джаз. И это я хочу играть крымскую музыку на основе именно традиционного квартета. Это как контрабас, фортепиано, саксофон и Ну, барабан. вот Да. видишь, И- то есть твоя даже мысль уже подразумевает создание какой-то площадки. Ну, может быть, конечно, я делаю сейчас кое-какие аранжировки, и, конечно, Ты хотелось сейчас бы- зарабатываешь деньги в том числе и аранжировками. Да, То я есть сейчас, как композитор, да, условно как говоря. я сейчас работаю в театре, да, в одном в театре Пушкина в Керчи находится, и на удаленной основе я работаю там аранжировщиком и То композитором есть живешь ты в музыки. Керчи сейчас? Нет, я живу в Симферополе, а за счет того, что эта работа позволяет мне находиться в интернет же, да. Симферополе, да, я выполняю свою работу, отправляю, они Ну, это это слушают, да. Максимум я пару раз в месяц приходится и туда ездить, но Ну, это нормально терпимо, сейчас. да. Да, поэтому путем этого получается там какую-то копейку заработать. И там иногда зовут различные коллективы поиграть на всяких мероприятиях, что тоже... Да, тоже помогает, да? То есть, ну слушай, это прям какая-то взвешенная позиция у тебя получается. То есть, ну, мы понимаем, что эти круизные деньги это серьезные деньги. Ну, Да. если брать Крым, Да. да, но если даже в мире люди не Да, могут от этого конечно. отказаться, да, то есть 100%. серьезные деньги, это прям Да, такая, и знаешь, для эти- многих это мечта, Да, такая конечно, жизнь. это музыка, это, знаете, музыканты с Америки работают на круизных лайнерах. Я с Крыма, понятное дело, если сравнить экономику Крыма там, и Америки, то люди с Америки, понимаете, ездят на эти круизные, люди с Англии, люди с Австралии ездят на эти круизные лайнеры. А не будет такого, что вот завтра откроют и скажешь, ну я там еще окна не поставил, один раз нормально съезжу. Не, ну, я могу поставить другие окна, да, подешевле. Нет, просто это зависит от человека и кто Да. как видит себя, понимаете? 100%. Конечно, я не могу зарекаться, Да. я не могу зарекаться, то, что вот так и будет, а может Аллах мне даст такое, то, что надо будет поехать, понимаете, а я не могу зарекаться. Но я для себя решил то, что я попробую себя и тоже здесь все, у меня здесь все нормально. Да, я здесь, может, в разы меньше зарабатываю, но от этого мои друзья, которые здесь всю жизнь работают, Да. они от этого не счастливее не становятся, Да. понимаете? Они также строят свои дома, Да. они также создают свои семьи, они также покупают себе машины, у них все есть, понимаете, и как бы люди, которые на самом деле могут себя обеспечивать, и они смогут себя обеспечивать в любом месте, понимаете? Это зависит от человека тоже, понимаете? Да, то есть, ну, здесь нужно просто понимание, что немножко терпения. Да, вот немножко, эти да, моменты. терпение, да, будешь в разы меньше, но зато ты здесь находишься, ты в любой момент знаешь, что будет завтра, ты как бы со своими, здесь у меня все нормально, понимаете? У меня... Ты вот сегодня, вот на данный момент, да, вот 20-й год у нас завершается, ты вот в крымско-татарскую музыку, ты вообще, ну, ты веришь в то, что Конечно, все получится? конечно. Я вообще считаю то, что придет время, и, знаете, вот есть в Америке университет Беркли, и там есть факультет индийской музыки. То есть индийская музыка настолько прогрессировала, что там есть факультет Индийской прям? да, индийской музыки, которая обучает там всем вот этим ладам, мелодиям. И я вам хочу сказать то, что наша музыка не менее хуже, она на самом деле очень конкурентоспособна. И я верю в то, что ее со временем можно будет продать и найти своего Ну, слушателя. предложить, да? Предложить, да. Путем того, если, опять же, каждый член крымско-татарской семьи будет прививать любовь к нашим... Ну, к скажем нашему... так, не все,
Но кто из этой области, Да. они должны это делать. Не, ну, как понимаете, когда вы говорите не все, это не может держаться, например, Да, только на согласен, на всё. кучке каких-то Мы говорим людей. про Да, вкус мы всего говорим, народа. вкус всего народа надо поднимать и Да, да. понимать, что надо к чему-то расти и стремиться, Согласен, понимаете? Да. согласен. Так это на волонтерских 100 семьях это не может Да, да. продержаться. понимаете? Ну да, согласен. Я понял. Сау, Сау, что пришел. Очень В общем, приятно было да, и с вами надеюсь, побеседовать. что все нормально получится, все, вот то, что запланировал, все получится. И вот Иншаллах, это да. терпение, которое ты сейчас в себе воспитываешь, скорее всего, оно приведет к тому, что ты создашь течение, а это течение создаст площадку. Я был бы Это понимание тоже нужно нашим, в любом случае. Все-таки это проблема двух рук, то есть одна другую моет. Если сегодня музыканты не говорят, ну а что мы, ну куда мы с этим джазом, да, то и он и не возникнет, и не будет развиваться. Если сегодня говоришь, я могу, в принципе, и на свадьбе сыграть, почему нет, но могу и джаз делать, почему нет. Слушай, ты этим примером можешь кому-то подсказать, чем заниматься. Ну, если вам так кажется со стороны, мне, конечно, очень приятно. И дай Аллах, чтобы все задуманное свершилось. И я по возможности буду все, что от себя возможно, делать. Ты уже и делаешь. воплощать. В любом случае, уже делаешь. Салам. Салам.